Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. Цены на АЗС не радуют автолюбителей. Бензин и дизельное топливо – одни из самых быстро дорожающих продуктов на рынке. Между тем, есть способ значительно сэкономить на топливе. В Якутии продолжаются работы по популяризации перевода автомобилей на природный газ. Первое. В республике увеличивается количество аккредитованных сервисных центров, которые устанавливают на автомобили газобаллонное оборудование. И второе, самое главное. Расходы на переоборудование автомобилей для якутян составляют всего лишь 10% от общей стоимости. Остальное берет на себя государство. Если в среднем оборудование и его установка стоят по России в пределах 100 тысяч рублей, то якутяне могут заплатить всего лишь 10 и в дальнейшем значительно экономить на топливе. Газовых заправок, которые предлагают автовладельцам Метан, и в республике, и в России достаточно. 2 года назад, чтобы убедиться в доступности заправок и экономии при переводе автомобилей на метан, был устроен автопробег. Новые и поддержанные автомобили на газомоторном топливе выехали из Санкт-Петербурга с конечной точкой в городе Мирный. На пути всего маршрута в каждом крупном и во многих небольших городах имеются метановые заправки. Доехать от заправки в Череповце до заправки в Нижнем Новгороде не составляет сложности. При этом не стоит забывать и об экологичности газомоторного топлива. Выбросы в атмосферу гораздо меньше, и они гораздо безопаснее для окружающей среды. Также очень важно еще раз подчеркнуть экономию. По ценам 2020 года за весь пробег, а это почти 8,5 тысяч километров, легковой автомобиль только на топливе экономил порядка 15 тысяч рублей. Кстати, и после установки газовых баллонов автолюбители экономят не только на топливе, но и на уплате транспортного налога. Те, кто ездит на газу, платят лишь 50% от суммы налога. В Якутии уже принята программа по расширению сетей газомоторных заправок. Власти региона планируют до конца 2030 года увеличить количество заправок до 40. Всего доброго.